Мы продолжаем программу «7 дней». Первый блин не комом, сразу хочу сказать. Под девизом «Образование, воспитание, язык» на этой неделе в Казани прошел первый всероссийский форум родного языка «Тугантель», где приняли участие учителя татарского языка и литературы, директора школ, воспитатели детских садов, методисты отделов образования из 30 регионов Российской Федерации. Очень насыщенная, полезная программа, много талантливых педагогов и организаторов образования. Одно из выступлений на пленарном заседании привлекло мое внимание. Учительница татарского языка и литературы гимназии номер 13 с татарским языком обучения Новосавиновского района Казани, победительница всероссийского конкурса среди учителей татарского языка и литературы Алина Шагареева заявила с высокой трибуны: некоторые СМИ любят писать: татарский язык умирает, авторитет учителя татарского языка низкий, в обучении татарскому языку множество проблем. Не нужно предаваться пессимизму. Уважение к учителю татарского и его авторитет создаются нашими же руками. Для преподавания татарского языка на высоком уровне у нас есть все условия. Жалость к себе – не лучшее решение. Конец цитаты. Ну, к тому, что во всех грехах у нас СМИ виноваты, это мы как-то привыкли. Но, с другой стороны, такой оптимизм, безусловно, только приветствуем. Это здорово, что хотя бы в 13-й гимназии Казани проблем с изучением татарского языка нет. Однако с тезисом, что для преподавания татарского языка на высоком уровне везде у нас есть все условия, согласиться не можем. Проблемы татарской школы, татарского языка в масштабах России регулярно поднимает в своей авторской программе «Зуаман Кузгюсе» моя коллега Эльзира Юзаева. В программе «7 дней» мы также постоянно обращаемся к этой теме. К большому сожалению, у нас есть основания считать, что уважаемая учительница 13-й гимназии немного приукрашивает действительность. Первое. В России по разным причинам – оптимизация, глобализация – идет серьезное сокращение татарских школ. Если верить опять же газетам, например, в Тюменской области количество татарских школ сократилось в 3 раза. И такая ситуация практически во многих регионах страны. Этому есть еще одно объяснение. По итогам переписи, прошедшей в 2021 году, численность татар в России сократилась почти на 600 тысяч человек. Это за 10 лет. Простая арифметика. Если тенденция сохранится, через 80 лет татары как нация исчезнут с лица земли. И поверьте, я нисколько не сгущаю краски. 80 лет – это жизнь одного человека. Есть о чем задуматься. У ребенка, родившегося сегодня, есть шанс стать последним татарином. Неужели сбудутся мрачные прогнозы Гаязы Исхаки, сделанные еще в прошлом веке? Честно говоря, меня такая перспектива очень беспокоит. И еще одна тревожная цифра. По данным Росстата, в период между 2 переписями число лиц, владеющих татарским языком, сократилось более чем на 1 миллион человек. Можно что угодно говорить о том, насколько это соответствует действительности, но тенденция видна невооруженным глазом. Сегодня стоит вопрос, а сможем мы не то что переломить вымирание языка, а хотя бы снизить скорость этого катастрофического процесса? Вынужден с горечью признать, что результаты переписи были недостаточно проанализированы в республике. Научное сообщество, политологи, государственные, общественные структуры, включая Всемирный конгресс татар, да и мы, журналисты, все свели к тезису: этого не может быть, перепись проведена с ошибками и так далее, не желая вникнуть вглубь проблемы и провести анализ причин снижения количества татар и носителей языка в каждом субъекте Российской Федерации. Я также вынужден признать, и это лично для меня очевидно, в ходе переписи были допущены и стратегические ошибки, когда фокус внимания всех ответственных структур был сосредоточен на недопущении нарушений в одном субъекте Российской Федерации. И не хватило акцента на другие регионы компактного проживания татар. И поверьте, из себя я ответственности не снимаю. Но делать вид, что ничего не произошло, все прекрасно, это, на мой взгляд, не самая лучшая позиция. И самое главное, она абсолютно не гарантирует нас от ошибок в будущем. И, конечно, нам очень не хватает рабочей, конкретной, выписанной в документах стратегии сохранения и развития татарской нации.
Существующая стратегия является чисто декларативным документом с общими благими пожеланиями и непонятным механизмом исполнения. Поэтому все про нее давно забыли. Самый трудный для меня вопрос, на который пока нет ответа. Как от бесконечных лозунгов «Ура, без татарлар», «Татар халкы мәңге яшар» и так далее, от сабантуйщины и пустых деклараций перейти к плановой, конкретной работе? Как найти в современных условиях действующие механизмы сохранения татарского языка и татарского народа? Поиск, конечно, ведется. Определенный оптимизм внушила выставка, которая была развернута в кулуарах форума родного языка «Туган тіл». Оптимизм дарили дети, которые работают на нашем детском татарском канале «Шаян ТВ». Может, они найдут золотой ключик, открывающий путь в светлое будущее татарской нации. Кстати, выступая на форуме, президент моего сердца Рустам Минниханов сказал, что после осмотра выставки, где были представлены многочисленные проекты по поддержке и развитию татарского языка, он немного успокоился. И есть уверенность, что у татарского языка, татарской культуры есть будущее. Только нужно и дальше активно работать. Конец цитаты. Да, нужно работать, засучив рукава, в поте лица, несмотря на все трудности. Эльзира Юзаева продолжит тему. История Симбирского края уходит в далекое прошлое. Здесь хранятся потаенные следы Волжской Булгарии, Золотой Орды и Казанского ханства. Великая и незабвенная история татарского народа, высеченная на безмолвной палитре времени. Здесь творили великие мастера слова, основатель любовной лирики Габдельджаббар Кандалый, близкий друг и единомышленник Тукая Сагыд Сичаляй. Именно здесь родился редактор знаменитого на весь тюркский мир татарской газеты «Эль-Слах» Вафа Бахтияров и один из основателей первого в Симбирской губернии татарского профессионального театра Бари Тарханов. Кто бы мог подумать, что через каких-то 100 лет, а это ведь весьма небольшой срок для многовековой истории, ассимиляционные процессы так сильно изменят окрас этого многонационального края. Согласно последней переписи населения, за 10 прошедших лет количество татар, проживающих в Ульяновской области, уменьшилось на 40 тысяч человек. Можно долго спорить по поводу чистоты проведенного исследования, но факт остается фактом. Историческая память то ли по незнанию, то ли нарочито сегодня не может в народе привить важные ценности и расставить приоритеты. Выбор родного языка в школе – еще одна лакмусовая бумажка, показатель уровня самосознания. Из 14 тысяч детей татарской национальности, проживающих в Ульяновской области, только 4 тысячи изучают татарский язык в качестве родного. Когда родители первоклассников пишут заявление, мы спрашиваем, хотите, чтобы ваш ребенок изучал родной татарский язык? В этом году 25 первоклассников изъявили такое желание. Северная часть города Ульяновска – территория компактного проживания татар, который здесь составляет более 1/4 населения. Потому весьма закономерно, что в этом районе еще с незапамятных времен всегда работала татарская школа, где дети изучали родной язык. Вот эти 110 человек выбирают как родной татарский язык. Остальные 600 там более человек, они выбирают русский язык. Говорят, что хорошее видится на расстоянии, только вот при ближайшем рассмотрении можно разглядеть все детали, кроме здравого смысла. Татарский язык действительно изучается в этой школе, только вот в каком статусе? Это полноценный учебный предмет, образовательной программы или же кружок по интересам, который так искусно вписали в образовательную деятельность? В прошлом году эти дети татарский язык изучали в качестве предмета. Мы ставили оценки, писали сочинения, дети относились очень ответственно. А нынче это внеурочка, совсем другое отношение. Будете показывать мультики – придем. Если не будем писать – придем. А если не читать, не учить и не писать, как изучать язык? Учительница татарского языка с большим стажем работы, с такими горящими глазами, с такой неподдельной любовью, так искренне переживавшая за сохранение родного языка, которое вылилось в это подлинное откровение, на момент выхода этой программы уже не работала в школе. Причин для увольнения у педагогов, конечно же, много, и в каждом случае она своя. Хотелось бы очень верить, что этот случай не был связан с нашим визитом, который привел к таким странным последствиям.
Вообще хочется сказать, что в вопросах изучения родных языков в регионах много подобных невнятных нюансов. Редко кто вообще, как в Ульяновске, еще находит, как им кажется, этот компромисс в качестве факультатива, который может удовлетворить якобы все стороны образовательного процесса. Как правило, стараются вообще не чесать там, где не чешется. Нет изучения татарского языка, нет проблем. Даже несмотря на законы, которые как бы мягко обязывают школы преподавать родные языки, если на то будет желание родителей. Такой вот не кнут и не пряник, не исполненное добровольно и не подлежавшее принуждению неисполнение закона. Я на Кузбассе 12 лет работаю в воскресной школе. Татар у нас много, но они живут в русскоязычной среде, поэтому забывают свой язык. Если вы говорите, что 600 человек у вас учатся, из них 300 человек изучают татарский, то есть, по сути, получается, что на весь Тобольск 300 детей изучают татарский язык. Да, так получается. Но это же так мало. Это мало. У нас 5 школ. Осталось? Да, осталось. В основном они где? В области. В области. В самом городе у нас раньше, очень давным-давно, была школа. Сейчас только вот моя детская студия, когда в воскресенье мы собираем ребятишек, дети приезжают со всего города. Сколько школ в России сегодня преподают татарский язык в качестве родного, то есть как полноценный учебный предмет? Известно, что несколько десятилетий назад называлась весьма большая цифра – 1638 школ. Сегодня говорят, что осталось где-то около 1000. Правда, и эти данные весьма пространственны, так как в крупных городах страны, в местах компактного проживания татар, в Омске, Томске, Оренбурге, в Тюмени, в Ижевске осталось по одной школе, где есть всего лишь несколько классов по изучению родного татарского языка со сведенным до возможного минимума количеством часов. 1 или в лучшем случае 2 раза в неделю. Наша школа пользуется большой популярностью у жителей микрорайона, в том числе и благодаря тому, что в школе преподается татарский язык. Пламенная речь директора средней школы в Астрахани, которая носит имя великого Габдуллы Тукая, в которой даже установлен бюст поэта, вызвала особый восторг зала. Вот уж точно у кого стоит поучиться любви и верности народу. Такое благожелательное отношение руководства школы к вопросу сохранения татарского языка в Астраханской области, где на минуту исторически проживает свыше 70 тысяч татар, не остается без внимания и с нашей стороны. Татарстан безвозмездно и ежегодно обеспечивает учебное заведение учебной, художественной литературы и даже в знак признательности и благодарности подарил школе микроавтобус. Как приятно осознавать, что наши души и чаяния едины. Только вот оказалось, что дружба дружбой, а игрушки врозь. Вот согласно законодательству, количество часов преподавания может довести до 3 часов в неделю татарского языка. Да. В учебном плане есть же такая возможность, в принципе, она есть. Да, дело в том, что мы не делим детей на именно детей татарской национальности, детей татар. Тогда, может быть, для них был бы как родной, хотя у нас родного языка в Российской Федерации, как татарский, в принципе. Ну, можно было, но... то есть не как родной не изучают? Они не как родной. Они никак. А по какому оно идет? Оно просто идет в учебном плане за счет школьного компонента. Мы вводим, скажем, этот час татарского языка, и обучаются дети вот именно разных национальностей, как язык народов России. А почему не воспользоваться правом на изучение родного языка? Ну, может быть, в дальнейшем перспективе мы пойдем таким путем. И все же никто не сможет разорвать эту связь, которая объединяет один народ по всей стране. Для татарского народа это не просто прописные истины, вошедшие в 14-ю статью Конституции Республики Татарстан, в которой так и говорится: республика всегда будет оказывать содействие в развитии национальной культуры, языка, сохранении самобытности татар, проживающих за пределами Татарстана. Подготовка национальных кадров, онлайн-обучение учителей, обеспечение учебно-методической литературы, помощь в приобретении современного оборудования для классов. Татарстан готов помочь с решением не только образовательных, но и организационных и юридических вопросов.
Если бы мы не знали об этих проблемах, мы бы не создали бы ассоциацию просвещения. Эта ассоциация уже себя задекларировала, и мы собрали 400 педагогов для того, чтобы повысить их дух. Наш язык нужен нам самим. Не нужно думать, что кому-то, кроме нас, еще. Надо начинать с себя, с семьи, с детских садов и школ. Но роль учителя играет огромную роль в этом вопросе. Без учителей нам никак. Как там говорил Аристотель, единство целей крепче каменных стен, на которых мы еще оставим свой след. Ильзира Юзаева, Ренат Юзаев и Константин Илларионов. 7 дней.